На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал закон о внесении изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами, сообщается на официальном сайте президента Абхазии. Напомним, поправки к данному закону были приняты на заседании сессии парламента 12 марта. Закон вступает в силу со дня его опубликования. В 6 избирательных округах Учимчирского района готовы к проведению выборов президента Абхазии. Все участники обеспечены урнами, необходимым инвентарем, вывешены списки избирателей. Председатели окружных и участковых комиссий надеются, что выборы пройдут без каких-либо эксцессов и призывают население республики проявить гражданскую позицию, прийти на выборы и проголосовать. Наш участок Учимчирский избирательный округ номер 32. В этот округ входит 6 участков. Все участки готовы к выборному процессу, можно так сказать. Списки вывешены, кабины готовы, все участки подготовлены для проведения выборов. Надеюсь, что эти выборы будут показательны и пройдут в соответствии с нормами, правилами абхазского законодательства. Сегодня Валерий Бганба принял делегацию ВОЗ, которая находилась в эти дни в Абхазии. Эксперты ВОЗ проводили в республике оценочные мероприятия ввиду высокого риска проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны. Подробности в следующем репортаже. Открывая совещание, Валерий Бганба поблагодарил экспертов за проделанную работу и принимаемые меры по борьбе с вирусом, а также за оказанную помощь. Представитель ПРООН Луиса Винтон отметила, что главным выявленным фактором за дни работы на территории республики стало то, что сегодня в стране не зарегистрированы случаи коронавируса. Однако динамика во всем мире пока не спадает, и Абхазия должна реализовать все подготовительные мероприятия с целью снижения риска. На мониторинг готовности к потенциальному проникновению вируса у экспертов ВОЗ было всего 2 дня. Однако они успели осмотреть лабораторное оснащение при некоторых учреждениях, возможности самостоятельных лабораторий, в том числе познакомиться и обсудить с абхазскими специалистами первоочередную тактику при выявлении и лечении больных вирусом. Я бы разделил все остальное, то, что мы будем говорить, кроме лаборатории, на 2 части. Самые такие большие компоненты. Это добольничное. Все, что происходит до того, как пациент попадает в больницу, и то, что происходит внутри больницы. Исходя из того, что я увидел, что я успел там осмотреть и ознакомиться, у вас есть, как уже мои коллеги до меня сказали, есть потенциал, есть возможность, но они разбросаны по разным частям региона, даже не только Сухум. И первое, это надо будет комплексно на это все смотреть и обсудить, как это все объединить. То есть над этим надо разговаривать, этих людей надо привлекать и давать задачи. Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Есиноманов доложил главе правительства, что основной целью мониторинга и встреч с абхазскими медиками было определение краткой стратегии действий внутри страны на период пандемии в мире. При этом он отметил, что паниковать не надо, но надо быть готовыми к борьбе с вирусом. В принципе, как население, так и политиков, это то, что 81% случаев заражения у нас проходит в легкой форме. Это очень важно знать, потому что если ты заразишься, это не значит, что ты умрешь. И нужно помнить, что 81% в легкой форме практически без симптомов или с очень легкими симптомами стандартного ОРВИ, стандартного гриппа. Далее 14% они имеют тяжелое состояние. То есть это состояние, которое может быть госпитализация или может быть лечение на дому. Это зависит от организации лечения на дому. Лишь 5% случаев имеют критическое состояние. И это тоже очень помню. Это из тех выявлено. На самом деле это основывается на китайских данных, потому что у них был самый большой кохорт. Это 72 тысячи случаев были исследованы, проанализированы. И вот эта ситуация основана на... Это 14 февраля, это источник Китайский центр по контролю заболеваний.
По выводам экспертов, при нескольких лабораториях страны, лаборатории Республиканской больницы, СЭС, НИИ, а также лаборатории ветеринарной службы, имеется базовое оснащение для проведения ПЦР-диагностики сложного молекулярного типа, согласно стандартам международного качества. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень профессиональных знаний и готовности сотрудников лабораторий в случае необходимости проводить соответствующие исследования. Для решения оперативных задач уже сегодня необходимо всем лабораториям страны установить как информационный, так и ресурсный обмен, провести инвентаризацию имеющихся запасов реагентов. Безусловно, приезд в Абхазию экспертов ВОЗ и их рекомендации республике полезны и необходимы. В целом состояние с их точки зрения достаточно удовлетворительное. Они дали определенные рекомендации, как усилить те или иные позиции, что касается организации диагностики, лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, какие группы пациентов должны быть подвержены обследованию четко, строго в соответствии с рекомендациями ВОЗ, а также маршрутизацию пациента, то есть от момента вызова врача на дом пациента до его госпитализации в специализированный инфекционный стационар, и в том числе в самом стационаре какие бригады как они должны работать, какая схема работы, режим. Одним словом, в соответствии с теми нормами и требованиями, которые на сегодняшний день существуют, они у нас приняты. Таким образом, итог двухдневной работы экспертов ВОЗ в текущий период. Главное – быть готовыми к 4 этапам. Выявить, протестировать, изолировать и успешно пролечить. И к реализации мероприятий всех 4 этапов Абхазия предварительно готова. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 500 комплектов индивидуальной защиты, более 1000 литров дезинфицирующих средств различного назначения. ПРООН предоставила помощь абхазскому Минздраву. Акция профинансирована Агентством США по международному развитию при содействии женщины ООН. Средства для борьбы с возможным распространением коронавируса на территории республики разместили на специальном складе ведомства. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Согласно статистике, которую успели подготовить специалисты Всемирной организации здравоохранения, от нового типа коронавируса более всего страдают люди пожилого возраста. В зону риска также попадают медики, которые по долгу службы в случае распространения инфекции в Абхазии будут вынуждены контактировать с зараженными. В настоящее время в России, как и во многих странах, наложен запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Это означает, что при всем желании закупить халаты и маски для абхазских медиков не получится. Поэтому гуманитарная помощь от международной организации ПРООН весьма кстати. Мы очень рады быть сегодня здесь, в Абхазии, и благодаря помощи USAID, это Международное агентство по развитию США, мы можем оказать первую такую помощь Абхазии для того, чтобы защитить Абхазию от риска коронавируса. В данной ситуации очень важно, конечно, прежде всего защитить медперсонал, который, возможно, будет работать с инфицированными людьми. Поэтому мы привезли такие защитные комплекты, индивидуальные защитные комплекты, которые состоят из халат, очки, такие бахилы, маски, для того, чтобы медперсонал мог себя защитить. При этом около 500 литров дезинфицирующего средства для рук. И еще есть целый набор средств. Гуманитарный груз сопровождала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, кроме того, приехали проверить, насколько Абхазия готова к возможному распространению вируса. По словам представителя программы развития ООН Луизы Винтон, несмотря на то, что в большинстве случаев заражения коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, необходимо проявить максимальную заботу о тех людях, которые входят в зону риска. Мировая статистика уже показывает, что в странах, где была вспышка коронавируса, 80% населения, они в основном очень легко заболевают, очень легко проходит эта болезнь у них. Но самое главное, это те 20%, которые самые уязвимые, это большей частью пожилое население. И мы все должны понимать, что мы должны защищать именно их и проявлять свою ответственность именно ради этого, потому что у них это все намного тяжелее проходит.
По словам начальника управления обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения Ахры Аджба, поступившие средства индивидуальной защиты позволят сформировать небольшой резерв специально для медработников. Груз действительно нам необходим, но этого нам недостаточно. Мы довольны и тем, тоже, что на первое время, чтобы мы имеем эти средства защиты, и мы благодарны донорам, которые оказали эту помощь. В рамках работы межведомственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также ведутся переговоры между правительствами Абхазии и России относительно поставки в республику необходимых медицинских изделий. Минздрав России и именно гуманитарно сказали, мы таких возможностей не имеем, и поэтому нужно было обратиться в правительство России. Наше правительство, обратилось в правительство России, и данное решение принято. Буквально на днях я созванивался с профильным департаментом здравоохранения. Им дано указание о том, чтобы сделать гуманитарный груз в Абхазию. Так что мы ожидаем в ближайшее время. Помощь со стороны международных организаций также будет продолжена. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В целях защиты населения республики от проникновения и распространения коронавируса на КПП ПСО установлен тепловизор – прибор для определения температуры тела граждан, выезжающих в Абхазию. Аппарат был предоставлен в качестве гуманитарной помощи от международных организаций. Репортаж Саида Джарсали. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии установило тепловизор на КПП ПСО на абхазо-российской границе для защиты населения от завоза и распространения коронавирусной инфекции. Теперь специалисты с помощью аппарата будут фиксировать температуру тела всех граждан, въезжающих в республику. С сегодняшнего дня каждый гражданин, который будет въезжать в Абхазию, будет в обязательном порядке проходить через датчик тепловизора. В контрольно-пропускном пункте будет находиться специалист, который будет следить за процессом. Все граждане, у которых была выявлена высокая температура, будут приглашены в медицинский пункт для дальнейшего обследования. Рядом с КПП находится передвижной медицинский комплекс, в котором круглосуточно дежурит бригада врачей. При обнаружении у человека температуры он будет направлен к врачам, где они проведут обследование и возьмут анализы, которые затем будут направлены в бактериологическую лабораторию Сухума. Инфекцию можно выявить только путем лабораторных исследований. Если такой, тест будет положительный, то для таких пациентов у нас подготовлен соответствующий госпиталь, где они будут проходить курс лечения. Медицинские учреждения профильные будут созданы на базе республиканского противотуберкулезного диспансера. Там есть все необходимые условия для ведения пациента, в том числе отделение реанимации и инфекционной больницы города Сухум. Тепловизорный аппарат фиксирует температуру свыше 37 градусов и передает данные на компьютер. Если температура выше нормы, шкала на компьютере будет загораться красным цветом. Камера, которая светочувствительная здесь, она очень сильно, ее показания зависят от расстояния, от температуры воздуха и так далее. И чтобы точные были более измерения, она сравнивает шаблон. Здесь поддерживается температура 37,5 градусов, так выставлено. И человек становится на этом уровне. И если температура где-нибудь в этой области, тут она большая, чтобы и дети тоже помещались. Если температура в этой области, она выше, чем здесь, там загорается красный индикатор. Проверять температуру будут всем пересекающим границу, в том числе водителям. Контрольно-пропускной пункт на границе Абхазии с Россией работает в штатном режиме. Здесь соблюдаются все предписанные указания. Из Абхазии в Россию могут выехать лишь лица, обладающие российским гражданством. На территорию республики не допускаются трудовые мигранты, а также иностранные граждане, за исключением граждан России. По словам Тамаза Цахнакия, в случае выявления подозрительных симптомов у гражданина России, то по договоренности Минздрава Абхазии с Роспотребнадзором и российским санитарно-карантинным постом на границе его должны будут экстренно эвакуировать. Саид Джарсали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
По заказу правительства Абхазии в Сухуме приступили к пошиву медицинских масок. Такая необходимость возникла в связи с тем, что в аптеках защитных масок нет, а импорт из России товаров медицинского назначения ограничен в связи со вспышкой коронавируса. О процессе изготовления масок и кто будет обеспечен ими в первую очередь, расскажет Алика Трапш. Вот уже второй день, как в Сухумском доме мод шьют медицинские маски двух видов – 3- и 4-слойные белого и черного цвета. В работе задействованы все цеха предприятия. Медицинские маски изготавливаются из натурального материала. Это хлопковое переплетение, которое безвредно и не вызывает аллергии. Маски многоразовые, их можно стирать в горячей воде на максимальном режиме при помощи хозяйственного мыла. Почему хозяйственное мыло? Это, получается, щелочь, она расщепляет все бактерии, вирусы. Главное отличие масок, которые мы изготавливаем. То есть, в отличие от тех, которые продаются в аптеках, они, получаются из нетканого материала. Нетканый материал данный нельзя постирать, поэтому они одноразовые, их нужно выбрасывать. Во всех цехах работа по изготовлению медицинских масок проходит поэтапно. Для пошива максимального количества изделий мастера разделили обязанности между собой. Чтобы изготовить одну маску, сперва отмеряют и отрезают 21 сантиметр ткани. Затем она проходит термическую обработку утюгом, после чего ткань складывают в слои и прошивают специальной машинкой, и вновь проглаживают. И, наконец, на последнем этапе пришивают резинки. Если пошивом занимается один мастер, то на работу уходит от 7 до 10 минут. Если же работа коллективная, то времени уходит меньше. За день один цех может изготовить до 300 масок. Все зависит от скорости выполнения работ. Мы без работы не сидим, заказы всегда есть у нас. Но раз стране нужна поддержка, и мы тоже поддерживаем, и как надо, и ночью надо остаться, и сколько надо, как надо, мы с удовольствием принимаем участие. К моменту нашей съемки уже было изготовлено 1500 многоразовых масок. Первую партию медицинских изделий доставили в Центр избирком. Они будут розданы работникам участковых комиссий и международным наблюдателям на выборах президента Абхазии. Следующая партия, возможно, будет доставлена работникам медучреждений. Материал на данный момент у нас, мы используем, который находится у нас непосредственно на складах. Также мы заказали из России материал. Ну, конечно же, на данный момент существует проблема с материалом, небольшая, тяжело его доставить. Но мы стараемся все эти трудности, сложности преодолеть и выполнить свою работу. В Сухумском доме мод продолжит пошив медицинских масок для населения и после президентских выборов. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня примерно в 8:30 утра в Сухуме по улице Эшба упало дерево на жилой многоэтажный дом. Зданию нанесен частичный ущерб. Ветками разбиты окна на 4 этажах, в том числе часть витрины диагностического центра, расположенного на 1 этаже. Кроме того, упавший эвкалипт повредил 2 припаркованных рядом автомобиля. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Репортаж Эсмы Голанце. Огромный эвкалипт упал на 9-этажный дом, повредив окна нескольких квартир с 1 по 4 этажи. В здании также расположен диагностический центр, часть стеклянной витрины которого тоже пострадала. Кроме того, упавшее дерево повредило 2 легковых автомобиля, припаркованных у здания. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Слава богу, пострадавших нет, все живы-здоровы. В тот момент во время падения возле дерева никого не было. Да, стояли под деревом автомобили, которые немного пострадали, подлежат восстановлению. А насколько повреждено здание? Сейчас я не специалист в строительной области, не могу сказать, но выбито несколько стекол в нижних этажах здания. По словам Дмитрия Акуба, данные деревья располагаются на дороге республиканского значения в зоне ответственности РУП «Абхазавтодор». Ранее, в начале года, были администрации города совместно с Абхазавтодором были проведены встречи, было заключено соглашение и подписан договор. Абхазавтодор подписал договор с зеленым хозяйством администрации города Сухум. Это было в начале марта. На прошлой неделе был проплачен аванс на выполнение данных работ. Должны были начаться работы на этой неделе, но погодные условия, к сожалению, всю неделю шли дожди. Погодные условия не позволили зеленому хозяйству начать эти работы. Дальше эти работы, как я и ранее говорил, естественно, будут проводиться по всей улице Эшба.
С утра спасатели МЧС Абхазии и коммунальные службы города вели работы по распилу и вывозу упавшего дерева. Для подъема некоторых его частей пришлось использовать автокран. В течение дня все работы по расчистке должны были завершиться. Далее последуют работы по обрезке других деревьев. Сегодня ни ветра, ни дождя не было, никто не ожидал этого, пало деревья. А дальше будем обрезку делать. Сейчас экология тоже здесь присутствует. Они заключение нам дадут, какие резать, какие не резать. А так большинство все сухие обрезки будем делать. Сухие ветки снимать будем. И почти на месяц, на 2 работа есть. Упавшее дерево не закрыло проезжую часть, поэтому автодвижение по городу не приостановлено. Эсма Голанце, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 16 марта 75-летний юбилей отметила абхазский политолог, историк и общественный деятель Нателла Акаба. Чтобы поздравить Нателлу Нуриевну с днем рождения, в общественной палате собрались друзья и коллеги, с которыми она проработала много лет. Репортаж Гугу Цевардания. Политолог, историк, общественный деятель, патриот, сильная женщина, чей вклад в развитие страны невозможно переоценить. Все самые теплые слова и поздравления друзей и коллег, с которыми она проработала на протяжении многих лет, сегодня звучат в адрес кавалера ордена Айкзяпша 3-й степени Нателлы Акаба. Мы от всей души палаты хотим вам преподнести, во-первых, здесь адресное письмо от нашего имени. Мы его по телевидению тоже огласили. И вот такой памятный знак, монета серебряного достоинства, наш любимый город Сухум. Мне кажется, что это очень символично. Спасибо, дорогие. Поздравительное письмо в честь юбилея Нателлы Нуриевны пришло и от известного швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Его зачитала член общественной палаты Надежда Венедиктова. Все мои наилучшие пожелания Нателле. Выдающаяся женщина, рано эмансипировавшаяся в непростом кавказском контексте. Поздравляю и от всего сердца желаю здоровья. Как отмечалось на встрече, в самые тяжелые времена Нателла Акаба всегда оставалась со своей страной, защищая и отстаивая ее интересы. Я хочу сказать, что 12 лет рядом находился с Нателлой Нуриевной, работали вместе. Кроме того, я много читал хроники, много читал про Нателлу Нуриевну, какую она роль, какую она нагрузку себе брала во время самый тяжелый момент в жизни нашей Апсны. Я лично так вот от души говорю, что я горжусь то, что вот мы вместе работали с вами, Нателла Нуриевна. И она сыграла большую роль в становлении наших средств массовой информации. Об этом не надо забывать. Это был тяжелый момент, это информационный прорыв многих вещей, которые должно было быть, и эту большую роль сыграла Нателла Нуриевна. Нателла Акаба родилась 16 марта 1945 года, окончила исторический факультет Московского государственного университета. После окончания вуза работала литературным сотрудником в редакции газеты «Советская Абхазия». Окончила аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР. Также работала преподавателем истории в Ереванском университете. В 1990 году была избрана членом президиума Народного форума Абхазия Эдгалара. Была в составе первого так называемого золотого созыва Народного собрания парламента Абхазии. Общественную палату Нателла Акаба возглавляла 12 лет. Дорогие друзья, дорогие члены палаты, желаю вам успехов. И мне кажется, вот то, что мы тогда начали, вот в течение этих 12 лет, надо как-то это все-таки продолжить и довести до какого-то результата. Потому что вот для меня всегда было как-то очень обидно, что мы разрабатывали какие-то предложения свои, рекомендации, но большинство из них так и не было реализовано. И мне кажется, нужно продолжить вот эту деятельность, потому что мы все-таки самые такие актуальные вопросы как-то пытались обсуждать. Сегодня Нателла Нуриевна является председателем Ассоциации женщин Абхазии и продолжает активно участвовать в общественной жизни страны. Гугу Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия 2 единицы. Прием заявлений осуществляется в Сухуми в помещении Министерства юстиции с 23 марта по 6 апреля включительно. Сегодня на нашем канале в прямом эфире состоятся дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Начало эфира в 21:00. А сейчас о погоде. По информации Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман. В субботу местами возможен слабый дождь. В воскресенье без осадков, температура воздуха ночью +4-9, днем +9-14, температура морской воды +10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.